Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера в Таласе президент российской группы компаний «Альянс» Муса Баджаев с разрешения президентов Кыргызстана и России Садыра Джапарова и Владимира Путина, который участвовал в церемонии дистанционно, запустил золоторудный комбинат на месторождении Джерюи. Выступая в Таласе, Джапаров сказал, что инвестиции партнеров будут надежно защищены. Для нас весьма важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу, в связи с чем мною одними из первых подписаны указы о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, а также о реформировании горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики, тем самым взять соответствующий курс на последовательную твердую политику в данных направлениях. Путин, которого именно в этот день американский президент Джо Байден во время интервью журналисту телеканала ABC Джорджо Стефанополосу назвал убийцей, высоко оценил таласский проект, в который Россия вкладывает более 600 миллионов долларов, а дочерняя компания Альянса, Альянс Алтын, разрабатывающая Джерюи, будет передавать в местный фонд по 2 миллиона долларов ежегодно. Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использованы самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. И это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до 5 тонн золота в год. Тем не менее, местное население не в восторге от разработки Джерюи. Главным образом потому, что, несмотря на всю эту благотворительность, Кыргызстан в целом получит от проекта миллионы долларов, в то время как разрабатывающая месторождение компания заработает миллиарды. Джапаров, направляясь на Джерюи, встретился по пути с митинговавшими, а затем упомянул о них и в своем выступлении. Да, есть те, кто против этого золотого проекта, но он был начат давно, вложено очень много средств, все дела завершены. Мы не можем сейчас ничего остановить. Если это сделать, дело будет передано в международные суды. И вы все прекрасно знаете, чем это может закончиться. Поэтому нужно согласие, все вопросы надо решать путем переговоров. Те, кто против, пожалуйста, немного потерпите. Стороны договаривались о запуске Джерюи еще при Атамбаеве, а главным переговорщиком, приведшим Баджаева в Кыргызстан, считается Өмирбек Бабанов. В своей речи Джапаров поблагодарил российского президента за участие в церемонии открытия комбината, а также вообще за недавнюю встречу, поддержку и инвестиции в экономику Кыргызстана. Путин тоже в ответ выразил признательность Джапарову. Повторю, реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии в Москву. Мы благодарны за то, что вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу. Многие кыргызские специалисты критикуют проект за то, что российская компания просто купила месторождение, и стороны не подписали генерального соглашения по разделу продукции, поэтому все произведенное золото будет принадлежать компании-разработчику. А если бы месторождение осваивал сам Кыргызстан, 100 тонн золота общей стоимостью более 5 миллиардов долларов достались бы ему самому. Кыргыз-Алтын в это время находился как бы на боку, уже ложился. Сам Кыргыз-Алтын, как локомотив горнодобывающей отрасли, он уже ложился на боку. Мы нашли инвесторов в лице англичан с этими. Поэтому, если мы взяли бы Джерюи, то у нас была бы возможность стать заново, как Кыргыз-Алтын, как российский «Газпром» в Кыргызстане. Менять что-то уже после подписания договоров непросто. Вот в чем вопрос. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего и до свидания.